Кажется, эту часть программы буду вести один, потому что Светлана дико увлечена литературой. И не просто литературой. Да, очень красочной и интересной. У Да. нас в гостях Ильдар Сагдатшин, генеральный директор татарского книжного издательства. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, во-первых, спасибо, что так вот нас увлекли нас вот такими. Я как вообще, я яркую картинку увидела, все. С кошкой, тем более. С кошкой, с котиком. Что у нас сейчас располагается на столе? Да, здесь все так ярко, все красочно. Спасибо, что пригласили, во-первых. Да. Всем доброе утро. Хотел бы рассказать небольшую часть работы татарского книжного издательства. Благодаря поддержке комиссии при президенте по сохранению и развитию татарского языка на протяжении вот этого года мы плотно занимаемся изготовлением плакатов. Мы ведь все с вами помним, как в школе, в кабинете литературы Толстого, в кабинете химии Менделеева. Великие имена, фамилии, и немножко лица. Понимаем, что не хватало немножко вот централизованной работы по изготовлению плакатов именно наших татарских великих деятелей. А мы, как татарское книжное издательство, еще и заинтересованы, чтобы данные портреты наших писателей и поэтов, они еще и играли свою лепту в привлечении наших школьников к чтению. Но не только к школьников. Вот если вот, которые на столе лежат плакаты, это только часть плакатов. До апреля 2022 года в каждую школу Республики Татарстан мы планируем развести комплекты из 15 наших выдающихся писателей и поэтов. Вот такие красивые дизайнерские решения, они позволяют привлечь внимание наших школьников. Я немножко подумала, вот, извините, перебью, то, что это как, я не знаю, как алфавит или что-то, или вот вы говорите 15 их. Их 15, но здесь дизайнерское решение, вот в плане вы заметили буквы алфавита, это, например, буква Ж, это Жалиль, и Исхакы, это решение художника. Но более того, мы уже поставили на сегодняшний день по 10 комплектов таких, но уже более красочных с точки зрения детей, это в детские, в садике. У нас там с четверостишиями Роберта Минуллина, там, или же всем знакомые четверостишие там на татарском языке, они уже на сегодняшний день красуются в садиках. И также хотим сказать, что благодаря поддержке комиссии при президенте по сохранению татарского языка нами выпущены и развезены по детским садикам вот такие энциклопедии, которые вас заинтересовали. Да, замечательно просто. Очень приятные, красивые. И уже сейчас они находятся в садиках, а эта работа еще и продолжается. На сегодняшний день уже также благодаря работе вот, совместно с комиссией мы переводим на татарский язык 10 энциклопедий уже для школьников. Если это было до 6 лет, то 6+, готовимся уже поставить в новом разумеется, году. Я вот все поглядываю на книгу с надписью «Зор Машинлар». Ну вот кому что? Кому что. Родители, вы как-то обратную связь... Понятно, что от детей в садике сложно получить обратную связь. От родителей возможно. Как-то спрашиваете их мнение, что дети читают, что смотрят. Срез такой, скажем. Да, какая вообще обратная связь в целом? Естественно, у нас при татарском книжном издательстве создана фокус-группа. Это из воспитателей, которые смотрят наших детей в садиках. Там методисты высших категорий, также преподаватели школ. И вот благодаря этой фокус-группе и выбираются те персонажи, которые будут у нас на плакатах, те книги, которые мы издаем. И более того, не только для детей, но и о взрослых не надо забывать. Вот, например, также при поддержке комиссии и при поддержке фонда Рухият, благотворительного фонда Татнефти, мы издали еще и 17 электронных книг, наиболее востребованных, и они сейчас в бесплатном доступе находятся на площадках также не только Таткнига.ру, но и на Литресе. А какие, например, там можно найти произведения? Это исторические произведения, там Мухаммадьяр, Туфана Минуллина пьесы и достаточно большое количество других. Вот из этих книжек детских, которые представлены, да, значит, у нас что здесь есть? Какие темы? Темы про самолеты, про водный мир, про кошек, про да, вот про здоровье. Я вижу строение человека. Здесь вот что самое продаваемое? Вот, знаете, основная часть этого тиража все-таки не для продажи. Вот я хотела как раз вопрос задать. Можно ли в свободном ли доступе, каждый ли может приобрести эти замечательные вот эта книга только передана только для детских садиков по соглашению с компанией «Эксмо». А эти книги, они, помимо того, что тиражом более
18 тысяч экземпляров переданы в наши детские и дошкольные учреждения. Помимо этого, мы добавили тираж для того, чтобы эти книги были доступны и рядовым покупателям. Да, вот мне тоже кажется. На сегодняшний день, я понимаю ваш вопрос, самый популярный, вот даже среди, мы уже себе рейтинг я до составляем. машины доберусь все-таки. Простите, пожалуйста, я не могу больше на это смотреть, я хочу открыть. Искушение такое нам сегодня пришло. И мы составляем, небольшая часть у них этих книг есть в продаже. Да, и топ такой вот. На первом месте это кошки, котята, так и есть. Подожди, у меня тут машины на воздушной подушке, не зря я сразу на них запала. Так, хорошо. Давайте, может быть, какие-то посоветуем адреса в интернете, да, куда заглянуть, чтобы посмотреть и каталог того, что можно купить. У нас есть центр татарской литературы. В данном портале, это tatkniga.ru, на данном портале размещены в бесплатном доступе огромное количество электронных книг, где можно также посмотреть, что есть в продаже, и заказать печатную версию. Более того, благодаря поддержке президента мы несколько лет записывали и продолжаем эту работу, записывать аудиокниги. Это в бесплатном доступе, которые на сегодняшний день 770 часов аудиокниг можно просто перекачать на любой носитель и уже слушать там, где вам удобно. Среди них 22 часа — это детских. То есть добро пожаловать, все это бесплатно можно скачать, слушать, причем они все записаны, я называю их золотыми голосами, это дикторы, артисты телевидения, театров, артисты театров, Камала и других наших. Ну что, да, это замечательно, очень ценно, и вдвойне ценно то, что это можно, действительно, это доступно каждому. Да, да. Давайте мы к следующей теме. В канун Нового года в Бугульминском и Алексеевском районах Татарстана началась благотворительная акция «Елочка».